Пәтер алу үшін жылдап әкімдіктің тізімде тұрса да, әкімдіктің қызметкерлері кейбір азаматтарды тізімнен қайта шығарып, мүлдем тізімнен алып тастамақшы. Жатақханада 13 шаршы метр бөлмесінде 2 баласымен бірге тұрып жатқанын Розаны тізімнен шығарып тастаған. Бұл оқиғаның қайталанып отырғанына бірнеше рет болған. 14 жыл бұрын үй тізімінде тұрған Розаның балаларының біреуі 3 жаста, екіншісі 6 жаста болатын. Жалғыз бастаны 2007 жылы үйінің шаршы метрін үлкейту үшін әкімдікке үй алу бағдарламасы бойынша тізімге тұрған. Қазіргі уақытта Розаның балалары ер жетіп, арада біраз уақыттар өтсе де, сол 13 шаршы метрлік жатақханасында өмір сүруде. Нұр-Сұлтан қаласындағы Розаның жатақханасына барып, түсірілім жасап, сұхбат алып қайттық. Бейне материалымызды көре кетейік. Чего я сразу понесла, я сразу сказала, у меня есть комната в общежитии, у меня есть, я показала все документы, они мне когда все принимали, они сказали, да, вы имеете право на получение, как было это тогда, они говорили, расширение. То, что якобы у меня 2 разнополых детей, и по квадратуре на одного человека не подходит, это у меня 13 квадратов. Тогда говорили они, где-то 18, что ли, должно было на человека быть, а у меня настрое. Ну и все, и я как стояла... Где стоите? В Акимате стоите? В Акимате я... Для получения квартиры. Документы сдали в 2007 году, да? Ага. Сейчас, получается, в этой общежитии проживаете с детьми? Да, втроем. Втроем. И детям сейчас сколько лет? Моей дочке уже 19, сыну 17 лет. 17 лет, да? 14 лет мы стоим, ждем в очередь. 3 года я уже сужусь. Когда в 2017 году мне не пришло оповещение, я каждые 2 года, вот я хотела рассказать, каждый год 2 раза я ходила где-то весной, потом осенью, вот так проверяла очередь. Все 11 лет все было нормально, очередь потихонечку, но двигалась. Тут я прихожу, где-то весной нормально, потом через пару месяцев я прихожу осенью, вас отчислили из очереди. Как? Я говорю, то, что вы имеете жилье. Ладно. Получается так, что я начинаю судиться, нанимаем адвоката, судимся, и там говорят, якобы у вас есть жилье, вы не имеете права. Естественно, мы выигрываем 3 суда. Суд выносит решение в нашу пользу, что да, действительно, у меня разнополые дети, что мы вот столько лет стояли, что по квадратуре мы не прав... это мало для 3 детей. И что потом выясняется? Меня восстанавливают под 603 номером очередности. Вот как раз меня под этим номером выкинули. Через пару месяцев, в начале года, в 2018 году, меня опять выкидывают. И главное, что интересно, не оповещают. Вообще никакого оповещения не было. Я хожу спокойно, стою, жду очередь. Тут прихожу опять проверяться на очередь, на жилье, на получение. Меня опять выкинули. Я говорю, как? Я же вроде судилась, 3 суда мы выиграли, все в мою... Бірнеше рет сотқа жүгінген Роза шаршағанын айтты. Сот арқылы тізімге қойылса да, қайта шығарылып отырған. Соттың қағаздарын сіздерге ұсынып отырмыз. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен бірге отырып, әкімдіктің мамандары неге тізімнен шығаратыны туралы, оған қандай себептер бар екендігі, біраз сұрақтарымызды көтеріп, сонымен қатар спикерлеріміз ақпараттарды бере кетеді. Стояла на очередности 10 лет по закону о жилищных отношениях. У нас Акимат ежегодно мониторил списки очередников, и никаких проблем не было. В 2017 году почему-то вдруг принимается решение о том, что она не нуждается в улучшении жилищных условий, в получении жилья от государства, и ее исключают из очередности. Тогда мы с Розой отправляемся в суд. Решением Сарыаркинского районного суда в 2017 году действия Акимата и управления жилья были признаны незаконными. Было предписано судом восстановить ее в очереди. Не соглашаясь с данным решением, Акимат обжаловал данное решение. Тем не менее, постановлением апелляционной инстанции суда города Астаны и Верховным судом было признано, что решение Сарыаркинского районного суда 20 июля 2017 года полностью законно. В постановлении судебной коллегии по гражданским судам было четко прописаны все основания для постановки, для получения жилья
Это в частности у нас в силу пункта 1 статьи 69 Закона о жилищных отношениях граждане Республики Казахстан признаются нуждающими в жилище из Государственного жилищного фонда, если они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан. Роза Жумабековна является матерью-одиночкой, воспитывает всю жизнь одна-двоих детей, и поэтому по этому закону она относится к категории неполных. Учета граждан производится только в том случае, если они не являются нуждающимися в получении жилья от государства. У нас этим же законом о жилищных отношениях предусмотрены нормативы положенности на одного человека. Это 18 квадратных метров на одного человека, но не менее однокомнатной квартиры. С учетом того, что состав семьи 3 человека, это, соответственно, получается 13 квадратных метров не удовлетворяет нормативам положенности даже на одного человека. Я думаю, что именно это послужило тому, что решением суда первой инстанции в 2017 году, а также апелляционные инстанции и Верховным судом были признаны действия акимата и управления жилья города Астаны незаконными, и Бекмагамбетова Роза была восстановлена в очереди. На этом эпопея не заканчивается. Но здесь уже управление жилья, в то время вывеску они поменяли, это у нас уже было управление занятости и социальной защиты города Астана, хотя фактически исполнители сидят те же самые исполнители, которые подают документы на решение жилищной комиссии об исключении. Те же самые юристы приходят представителями в суд, значит, они принимают решение, что ой, простите, мы ошиблись, и восстанавливают ее в очередности. Но возникает вопрос, за тот период, когда полгода она опять была вне очередников, скольким людям дали жилье за это время? Насколько должна была продвинуться ее очередь? На эти вопросы в суде представители управления занятости и социальной защиты не ответили. Мы переформулировали исковые требования, то есть мы просили определить законное число очередности Бекмагамбетовой Розы Жумабековны для того, чтобы понимать, каким образом ее права были ущемлены или не были ущемлены. Суд нам в этом отказал. Просили мы компенсировать моральный вред, причем цена была не заоблачная морального вреда, как мы ее оценивали, всего 50 000 тенге. Это требование также судом было отклонено, как в суде заявил представитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Тушинская Олеся. Она сказала, она же не попала в виду этого очередного исключения в психиатрическую клинику. О каком моральном вреде может идти речь? То есть в удовлетворении морального вреда нам тоже отказали. Но при этом парадокс. Судом было вынесено частное определение в адрес госоргана о том, что именно систематически нарушаются требования действующего законодательства. Это было у нас в январе 2019 года. И в этом году, в тот период, когда вся страна ушла у нас на карантин, оказывается, под шумок опять же чистились списки управлением жилья совместно с акиматом, совместно с жилищным фондом. И Бекмагамбетову Розу Жумабековну опять исключили из списков очередников, опять по тем же самым основаниям, ввиду того, что якобы она не является нуждающейся, видимо, по той причине, что она проживает на территории равной 13 квадратным метрам вместе с 2 теперь уже взрослыми детьми, как уже мы слышали по репортажу, дочери 19 лет, сыну 17 лет исполнилось. То есть, видимо, кто-то считает, что 13 квадратных метров для проживания с 2 взрослыми детьми – это нормально. Но вопрос остается прежним. Скольким людям за то время, пока ее незаконно исключают, сколько людей получили у нас квартиры? Какой должен быть на самом деле на сегодняшний день ее номер в этой очереди? Ни один госорган, ни судебный орган, ни представители акимата, ни представители управления жилья, ни представители прокуратуры на этот вопрос нам не дают ответа. Мать-одиночка, которая не бросила своих детей, которая от государства не получает все эти годы никакой помощи, сама их воспитывает, растит,
дает обучение, дает образование, кормит, поет, одевает, и при всем при этом на протяжении 14 лет она вынуждена чуть ли не ежегодно бороться, доказывая свои права на получение жилья от государства. Светлана Федоровна, скажите, пожалуйста, вот последний раз в 2020 году, в этом году исключили со списка, да, вот жилищного списка ее исключили. Вы обращались ли в Акимат? Вот, почему, вот, вопрос задавали, или в письменном виде обращение было в Акимат? Почему исключили со списка? Значит, поскольку уведомления никакого не было, опять же, об исключении, Роза только в какой-то момент не стала видеть себя на портале в числе очередников по ИИНу, можно посмотреть номер очереди каждого. Значит, по такому ИИНу на сегодняшний день, значит, очередник не значится. Соответственно, мы направили обращение в управление жилья, поскольку существует положение, согласно которому вопросы предоставления жилья Акимат делегировал соответствующему своему подведомственному органу, это управление жилья. Такое обращение мы сразу же направили в управление жилья города, значит, где мы просили пояснить, почему она себя не видит под таким номером. То есть была в первую очередь завязана переписка, и соответствующие должностные лица были уведомлены, что мы заинтересованы незаконностью ее очередного исключения. Вот. Ответ нам предоставили нам копии документов об исключении ее из очередности, но тем не менее до тех пор, пока иск в суд не был подан, о восстановлении ее в списках никто так и... Я вот послушала, да, Светлану, действительно, это уже система. Вот сейчас она говорит, что это система. Это работники, которые должны вести списки, да, контролировать, опять-таки, да, насколько законно имеет право, да, человек встать в очередь на жилье, получить жилье. То есть есть же какие-то критерии, а здесь в данном случае получается, что, как это сказать, ошибка. Ошибка, если четко ведется контроль за документами, за движением, да, получается, лиц, которые... Хорошо, у них в какой-то момент может изменяться какое-то материальное положение, там, социальное положение, но это же все нужно контролировать. Я к тому, что вот у меня тоже было дело, это 23 июля 2009 году Аубакирова Людмила Викторовна тоже встала в очередь, и в сентябре, в августе 2018 года ее тоже исключили из очереди, уведомили об этом, и основанием также явилось то, что она якобы имеет квартиру, но при этом никто не проверил, кем она живет, какая квадратура квартиры, правильно? Здесь у нее есть, в квартире проживает 4 детей, из них один ребенок это инвалид первой группы, Аубакиров Ярослав. Насколько я помню, у нее есть и вторая дочка тоже с инвалидностью, но не могу утверждать, третья, может вторая группа. Квартира, жилая площадь квартиры 26 квадратных метров. То есть здесь даже не нужно быть математиком, да, когда сложить 15 квадратов и на 4 человек. То есть здесь явно идет нарушение прав, законных прав семьи. И в данном случае хорошо, ее исключили из очереди, адвокат взял ее дело, восстановили в очереди, но дело-то не в этом. Дело в том, что человек все это время должен действительно испытывать какие-то моральные страдания, он же его начинает, он должен бегать, вот правильно вы говорите, должен бегать в Акимат, бегать вот в управление социальной защиты, для того, чтобы доказывать, что он не верблюд, так же. И в отношении, хорошо, да, решение суда района Байконур, ее в очереди восстановили, хотя опять-таки решение есть, но для того, чтобы ее включили обратно в очередь, для этого пришлось опять заниматься перепиской около 2 месяцев. Қазір айтып отырсыз ғой, Викторовна деп отырсыз, жаңағы Розаны. Бұл кісілер баяғыдан бері осы тізімде тұр әкімдікте. Ешқандай шешімдер қабылданбай жатыр деді. Сол отырған мамандарды тізімнен алып тастаған мамандарға ешқандай шара қолданбай отыр
сөйтіп айтып отырсыздар ғой қазір ешқандай шара қолданбай отыр. Ақпаратты былай жоғарылай көтердіңіздер ме өздеріңіз? Госорган, который опять-таки сам своим решением, с комиссионным решением исключает из очереди, опять-таки, то есть это какой-то вот действительно круг ада. То есть это хорошо, когда есть юристы, когда есть адвокаты, кто-то действительно берет, вот как наша, например, да, палата берет на себя, оказывает юридическую помощь безвозмездно, то есть пробона, да, мы это делаем. Мен алып тастау, оны қайтадан салу. Вот она говорит, я там увидела эти списки очередников, которые, говорит, сдавали в 2013-2014 году, те люди уже получили. А мы не можем, да, мы не можем до сих пор получить вот квартиру. Конечно, если да. каждый год и все это минимум полгода занимает, то есть за полгода же каждый раз очередь же движется, получается. Вполне возможно, что она на сегодняшний день бы уже получила. Да, даже в суде спрашиваешь у них и говоришь, скольким, предоставьте, пожалуйста, сведения, скольким людям вы предоставили жилье за тот период, пока, вот я смотрю, у вас то же самое время было, исключение август 2018 года. То есть, получается, они чистили списки, вот одномоментно вычистили и вашу Людмилу Викторовну, и мою Розу Жумабековну тоже. Они говорят, мы не можем такие списки предоставить, мы не знаем, мы не владеем информацией. Очень удобно, прикрываясь невладением информацией, тем временем принимать решения и кому-то предоставлять жилье, а кого-то из года в год выбрасывать. А по большому счету у нас время доказывания, которое у нас в Гражданском процессуальном кодексе, время доказывания госорганов по делам, которые возбуждены против них, статья не работает. У нас госорганы не считают нужным доказывать свою правоту, доказывать правоту принимаемых ими решений. И мы фактически потом ходим и доказываем, что они не правы. И зачастую, когда мы просим обязать их предоставить ту или иную документацию, суд в принципе соглашается, но он не настаивает на этом, потому что, может быть, для суда тоже все очевидно. Здесь еще такая проблема есть небольшая. Раньше, кто из юристов, из адвокатов работает давно, они должны помнить, что раньше иски к акиматам заявлялись вышестоящие суды. Допустим, если это было решение или действие бездействия районного акимата, то, получается, подавали в областной или в городской суд. Сейчас, когда мы обжалуем действие или бездействие, допустим, акима города, мы обращаемся в районный суд. Но это нонсенс. Какой районный суда будет, грубо говоря, переть против акима города? Здесь, я считаю, недоработка и в действующем законодательстве. Здесь тоже необходимо пересматривать. Такая проблема тоже существует. Поэтому суд, скажем так, несколько пассивен, возможно, при рассмотрении подобного рода дел. Это тоже вполне объяснимо и вполне обусловлено. Түсінікті, рахмет. Енді Аяжан Амангелдіқызы, сіз заң кеңесшілері палатасының бас хатшысы бола отырып, қорытынды осы тақырыпқа байланысты не айта аласыз? Я хотела попросить вас, Владимир, чтобы вы эту тему все-таки подняли на более так высокий уровень, чтобы ее рассмотрели причастные лица, которых для того, чтобы, можно сказать, что эта проблема касается именно людей, которые социально уязвимых, то есть которые сами себя защитить не могут и которых очень легко обидеть. И поэтому, если не мы, то кто? Поэтому я хочу вас попросить, чтобы вы все-таки на своем уровне, да, и на уровне, наверное, государственных органов все-таки этот вопрос подняли. И это не должно быть безнаказанно. То есть если эти люди, если они действительно ошибаются бесконечно, значит это некомпетентность. Это же, тогда давайте будем называть своими словами все. Это некомпетентный сотрудник, который, наверное, подлежит к дисциплинарному взысканию, а может быть даже увольнению. Из-за того, что кто-то некомпетентен, почему должны страдать люди?